Испытано на себе. Жатаем, да, все, поворачиваем. Подъезжаем. Как раз нас ждут 10. Встречает нас Ковалев Андрей Юрьевич. Во, вот они. Красота. Вот это майна, здесь происходит выморозка, чтобы зимой иметь возможность их ремонтировать. Вы его сначала подняли, осмотрели? Да, мы его на слип осенью подняли. Слип называется, правильно я говорю, да? Прошли, люди специально обученные, дефектацию корпуса провели. Если объемы небольшие, то, что можно на протоке делать, они их скидывают. И мы вот здесь на протоке вымораживаем, потом они делают корпуса. То есть это считается небольшие объемы, да? Да. То, что... А если большие, то оставляют на слипе Да, его. там оставляем, там делаем. 150 они все здесь стоят? 120. 120? Да, и 20 будешь там на слипе. И буксирный флот, и недокольный флот, и судогрузный, есть заливной. Плав краны есть, флота много у нас. Все, что есть у нас есть. Вот река моря стоят сибирские. Вот они буксера отдых стоят, озерные. Что рассказали? Машина работает, звук, наверное, такой будет. Да, вот это тоже вот пароходы наливные или на нефти. А там прям внутрь, да, заливается, Да, получается? прямо внутрь, да, это тоже не река моря у нас. Испытано на себе. Я хочу пояснить для наших зрителей, что мы находимся в протоке Лены. Основное русло идет там, дальше. Это Затон. Затон. Это даже не проток, это Курья. Курья называется. Это, ну, Да, потому что она не промывается весной большой водой сюда. Вода заходит только снизу, поэтому это Курья. Это все было искусственно сделано. Еще в советское время раньше, да, это была простая протока. Потом из нее сделали Курью. Здесь весь флот ЛОРП отстаивается. Ну не весь, у нас таких баз много. Еще вверху по линии есть. Там тоже не маленькие базы, тоже много флота стоит. но здесь самый крупный в Жатае. Ну да, здесь у нас самый крупный, да. Все вот это у нас занимает в районе 10 дней расстановка. В 10 дней всего? Да. А, Мы подготавливаемся, а потом уже вот и как лед образовывается в Затоне, потому что без льда их не растаешь, им будут плавать. вы же Вот. на якорях не ставите? Нет. Лед вот как образовался в Затоне, и все, и мы их уже начинаем ставить. А как вы ставите, если лед Ну, образовался? буксера ходят, взломает, он же не... Ну то есть они проламывают, но лед Конечно. держит уже, да, и он быстренько схватывается. Да. Блин, интересный процесс, конечно, его бы увидеть когда-нибудь. Ну, осенью приезжайте, покатайтесь с Ага. нами. Можно покататься даже, да? Конечно. А по весне? На Вскрыть лед с Можете вами, да? весной приехать, тоже покатаетесь, когда вскрывать будем. Ой, это было бы очень интересно. После 9 мая подъезжайте. Ага, здорово. Испытано на себе. Пожарная плавучая установка. Ну-ка. Вот мы... А, она глубокая еще такая? Да, мы ее поддерживаем всю зиму. Здесь тепло, у нас там стоит насос пожарный, пенотушение 400 литров залито. А на случай пожара. Таких штук у меня 6 штук по протоке стоит. И вот тоже за ними следим. Шлангов у меня 400 метров. Погрейся там. Ну, мне главное, чтобы камеры отогрелись. Я, да Кнопка, ладно. пуска насоса. Это все. Всегда готова к работе. С той стороны вода бежит. А тут и пена, а воду вы берете из Лены, да? Если... Да, вода, конечно, оттуда, из-за борта, а пена, если потребуется, все подключаем. Пеногенераторы тут есть, все, без проблем. И бывает, что требуется? Бывает, Да? конечно. А что тут зимой может загораться, интересно? Ну, работы, когда ведутся дневные. Дай бог пореже пользоваться, да? А вопрос такой, вот когда на ту сторону на машине едешь, да, лед как будто падает вот на дно, да? По идее, вода что, уходит, что ли? Вот Падает, да. Сейчас стабильно падает в сутки по 3 сантиметра. Будет падать до апреля месяца. В конце апреля только прибыль начнется. А лед из-за этого не ходит? Ну, он проваливается по берегу, уже видно, что обламывается. А и на майны это влияет же тоже? Ну, конечно, они лопаются. Лед же лопается, этого. техника ходит, лед лопается, и майны лопаются. А как пароходы зависает, я вам покажу, сейчас поеду. Зависает прохода и... Да, он там есть, да, боржа одна встала неудачно. Там прям видно, как лед подняла вместе с боржой. В караванном цехе уже давно работаю. Да. Я сам капитан, работал капитаном, да, еще год назад я был капитаном, сейчас год уже начальник этого цеха. А когда вот фильм был, там... Тогда я был были еще караванным капитаном, да. А если вы начальник цеха, вы можете капитаном быть летом и плавать? Ну нет, конечно, надо Нет? же здесь круглогодично находиться. Так С навигацией завязал. в этом есть свои плюсы и минусы, получается, да? Мне кажется, если капитан
Ну, в душе ты это моряк, который всегда любит плавать, да? Вам есть такое, что не хватает этого теперь? Так я же постоянно здесь в затоне, постоянно же на каком-нибудь буксире нахожусь. А, то есть все равно вы Да. постоянно в этом, да? Да. Это дело надо любить, чтобы этим столько лет заниматься. Я с 91-го года здесь работаю в охоте. Это самое глубокое, получается, майна. Так, по росту. Я 1,80 м, здесь получается сколько у меня? 1,70 м. Голова. Еще работать тоже. Винты же еще не освободили. Винтов что-то ими даже и не пахнет, как говорится. Правильно, потому что еще тут стена ледяная, вот это все уберется. Это там винты еще глубже, да? Да, Это там глубоко? насадка, да, внутри. Это А, все уберется, и здесь оголится насадка и винт. Там еще руль, стабилизатор. Получается, глубины достаточно, сейчас все это вот туда. Да, сейчас они будут вовнутрь Внутрь. туда идти, вот это все выкидывать. Кайло. Вчера. А это вы сами здесь? Я видел, что у вас тут какой-то есть этот... Делали, у нас кузница была. Кузница. Сейчас из-за этой судоверфи ее сломали, потому что территорию отдали судоверфи. Это все нашего производства. В магазине такие не купишь, их не продают. Чисто сами делали, да, Все все сами это? делали, да. А сейчас получается то, что у вас будет судостроительный завод еще строится здесь, правильно, Да, судоверь? Из-за этого территорию части забрали, да, получается? Нет, здесь тоже, Легко, да? Тоже, да, не видно пока? тоже просто лед. Да, легко. Ну, поначалу, а целый день попробуй-ка вот так вот. Вот я говорю, что тут, мне кажется, там минут 15 помашешь вот эти все. Нет, так поэтому они и пилят. Сейчас с появлением пил стиль намного легче стало работать. Они же их запиливают, а раньше только этими работали, да? Только кайло, и Они всё. же пилят и потом подкалывают, они сами тубики выпадают. Ага. А потом равняют аккуратненько. Вот такая же была, как с той стороны. Ну тут он трещина идет. И да, за этой трещины, да. Вот откачаем. Вот эту сторону. А тут и не откачаем, там будет промерзать. Потому что оттуда вот тонуть начало. И была глубина такая же, вот метр 60, да, ну, как вон там, там, да? с той стороны, да. Чё себе. И заново вот это все делать получается, Ну да? а что, надо же делать. Сделаем. Жилые дома же. Да, да. Прям везде. Интересно, наверное, у них квартиру с видом сюда. У вас не так? Нет? Там готовим мотопомпу. Смотри. Мелко. Да, вода падает. Там кочка, видать, была. И все, она на нее Под судном. села, а вода-то у нас со льдом проседает, а она поднимается вверх. Вот для этого мы ставим донкраты. Чтобы не сломалось. Видите, тянутся. А утром хотя протягивали. Ну, поддерживаем, чтобы она не сломалась. Само судно может переломиться? Ничего себе, потому что вес большой. Получается 4 отверстия, да, чтобы удобно было. Пока не встанет. Одно только судно у вас, да, так получилось? Вот Да? стоит рядом. А вот еще. Вот эти баржи практически все здесь везде отмель откуда-то образовалась, на мыле видно. Но вот это единственное так сильно взлетело. Но это мы будем исправлять на следующей неделе. А как вы это будете? Водой все заполним. Ну, чтобы она не летела в воздухе. Водой зальем, вода замерзнет, расширится и будет держать ее. Все, я потянул, получается? Достаточно? Эту штуку оставить так можно, да? Да, парни. Это работа круглосуточная. 4 человека у меня работает. Постоянно подкручивать, да? Постоянно чтобы ходят, крутят. Да. следят, да? Да. Двое в день, двое в ночь. А то, что я подкрутил, может, им туда не надо выходить, получается? Почему? Он протянет. Получается, все вот эти суда стоят на отмеле, они все на домкратах. Там сейчас эти бараки посносили все. Там, по-моему, один тут остался. Так интересно, наросли. А что вот это за коряги? Это они случайно сюда попали? Ну, они его привезли на якоре, он как зацепился за него, так он тут и болтается. Бывает, больше елки не приводит к нам сюда. Скульптура целая. Я просто подумал, это специально зачем-то Нет, сделали. это на реке просто, на якорь заплыло и осталось. Особенно река Алдан, там столько хлама плывет, что вот такие огромные башни с такими якорями срывает с якоря. А, правда. Прям срывает, да. Ничего себе. Там на Алдане много горных речек. И там вот этот хлам, это весной, это обычное явление. Там едет вся река в хламе.
Андрей Юрьевич у нас солдат, вы сказали, да, с Хандаги? Да, да, да. Переехал оттуда. В 89 году с Тампонского района, поселок Хандага, приехал в училище Житайское, ГБТУ-5 тогда называлось. И вот до сих пор здесь. И сейчас получили 3 года назад еще высшее образование, да? Да, да, да. Все время, да, на протяжении всех 30 лет все время учился. Постоянно приходится, да, повышать Да, постоянно квалификацию? приходится, да. А подняться можно наверх по этой Поднимать. штуке, да? Так, надо аккуратненько. А это судно как называется? Морская наливная баржа. Снега тут тонны. Испытано на себе. Видите, как мысли реализуются? Неделю назад я ехал вот по этой дамбе. Тут я уж точно не смог проехать мимо. Знаете, какая круть. Как это все смотрится эпично. Это как кладбище кораблей. Офигеть. Вот мы едем по такой косе, вот, ну, вроде, да. Вообще класс, а? И подумал, как бы было здорово попасть сюда. Но я думал, что это нереально. Кто меня сюда пустит? Вот, пожалуйста, видите. Главное желание. Хорошо, что не мороз. Но и то я замерзаю. Гуляю сейчас, руки мерзнут, камера замерзает. Надеюсь, не сядет. На пауэрбэнке он еле-еле. Ну, я вторую взял. Че, холодно? Да, замерзает. 30 градусов. 30 это тепло по меркам Якутии. Ну а ты посмотри, ребята работают. Ребята работают вообще, да, жара. Я не представляю, как можно минус 50 вот на морозе так вот целыми днями. И вы же тоже постоянно... Так у нас это самая выморозка в такую погоду. Надо больше там снимать. самое Да, хорошо. да, она быстрее намерзает. А вы не занимались сами? Занимался. Тоже, да? Я всем занимался. Все работы, которые тут есть, всем занимался. Год свой пароход умораживал. Пробовал. Для себя попробовать. Пробовал? Да. А, нет, 2 сезона тогда я его умораживал. А, эти винт еще освобождают, получается. Ну-ка. Тут еще работать. Преимущество его с ней в том, что можно его отремонтировать без всяких судоподъемных механизмов. Сверху открывается люк, колесо у нас в воде только вот посудово, вот так вот. Вот эта вся часть всегда на сухом. Ага. Ее можно отремонтировать. Самый главный инструмент кувалда, бензорез, сварка и вперед. Вот здесь железо на 8 тонн. Вот это все колесо весит 8 тонн в сборе. А их два? 2, да, справа, с левого борта. Вот это преимущество их. И по мелководьям они ходят. Потому что не сильно торчит из воды, да? Как Да, он? да, да. Ну, настолько торчит или он убирается еще наверх как-то? Ну вот вода до Судова примерно. Вот так вот. То есть это считается не глубоко, да, он утоплен? Да, вот. Все, что, ну, метр. Ага. И он по мелководью не теряет мощность свою, потому что у него нету просадки.
Винты-то не крутятся, начинает сосать воздух на мелководье и мощность теряет, а этот мощность не теряет. Что на большой воде идет, что на мелкой воде идет, он идет. Для этого их и строили. И он пока ходит и еще... Да, вот он у меня до последнего работал здесь. Еще... Потом уже как лед покрепче стал, мы его поставили. Они нужны только на мелководных речках, как Вилю и Амга. На верхнем участке. Но сейчас барж таких не стало, которые раньше для них были, мы таскали. Сейчас большие баржи, а с большими баржами не справляется. Залезть. А это же ребятам, выморщикам тоже тяжело, да, вот это все вот выдалбливать? Делали его, все, он уже готов. За сколько времени такую майну подготовили? Вот они в ноябре начали, и вот закончили на этой неделе. Только сейчас закончили? Да. В январе закончили. Что, декабрь, январь, считайте, поработали. 2 месяца они уже сделали. Это вот сколько? Двое ребят над этим занимаются? Да, двое работало, да. Надо же, какая чудо-техника. Зимой красиво, да, везде. Этот лед. Испытано на себе. Ну, как я понимаю, что вот этот нулевой цикл, вот этот весь котлован, вот это и все будет один огромный цех. В нем будут собирать сюда корпуса. А потом здесь будет второй достроечный цех. Вот вместо этого это все снесут. Здесь будет еще один котлован. И тут уже будет достроечный цех. А вот здесь будут делать корпуса вот на этой площади. Это все будет один огромный цех. То есть сам корпус собрали, потом на достройку Да, сюда, это уже сюда будут переводить. детали его всякие, да, там? Ну, уже обшивка внутри. То есть сам оснащение, оборудование, кабель трассы и все такое. Вот слип. Да, сколько здесь на слипе сейчас стоит кораблей? 20 единиц. 20. Да. Ну там по карте можно посчитать точно. А как они сюда загоняются? По наклонным телегам там, вот сейчас ездили, еще не обратили внимания, там у нас рельсы стоят наклонные, на них косяковые телеги стоят. Мы их под воду загоняем под корабль, наводим на телеги. И на телеге сюда катится, да? И потом все это плавно потихоньку поднимается, там у нас 11 путей, 11 лебедок, и все это выходит, а потом уже они подкатывают под них гидравлические тележки, их поднимают, перекатывают и выставляем. Вот а эти стационарно стоят, да, вот эти столбы металлические? Вот сюда его прикатили, у нас есть специально у них передвижные тележки, там в мае будет приехать, чтобы посмотреть. Ага. Да. После 20-х чисел это все, сами посмотрите. Вы будете снимать их как бы уже? Да, ну будем либо поднимать что-то, либо спускать, вот тогда этот весь процесс посмотрите. Да. Словами его не расскажешь, его надо увидеть. Ну, работа тоже у них очень сильная. Проток-то далеко же по расстоянию, да? Да. Вот этот пароход мы строим. У нас только корпус сейчас строите, был. Да. Корпус сверху привели, он уже готовый был. А вот настройку и оснащение все делаем мы. А когда отсюда верфь построится, у вас останется еще функционал как бы строительства, интересно, или? Ну, они же будут уже строить. Уже полностью им, да, передастся все? Да. Ну, моя-то структура, я надеюсь, точно останется. Ну, а куда надеяться? Будет сюда верфь, не будет, все равно зато он всегда был и будет. Это же все равно удобнее, и дешевле и выгоднее, да, все это делать. Просто некоторые говорят, что как будто бы мы древними методами пользуемся здесь вот. Нет, ну просто Нет же? Мы же не в состоянии столько флота поднять на берег. Да. Как это ж нереально? Почему древние? Это необходимость у нас. Получается, это всегда будет? Да, это всегда будет. Было и будет. И кайло самый лучший инструмент для этого, да? А летом-то надо деньги зарабатывать. Мы не можем летом ремонтировать. А вот зимой и делаем. Чтобы летом чисто... Да, летом мы должны работать, деньги зарабатывать. А если мы еще летом ремонтироваться будем? Учитывая маленький сезон, да, судоходный? Да. Весной у нас сезон, вода пока большая есть. Север у нас из-за льда тоже короткий сезон, там только не в августе начинает Арктика работать. Там-то еще меньше, да, получается? Да, у нас вот так вот много нюансов на севере. А это Андрей Борисов, познакомьтесь. Спасибо большое, что нас повозили по этим замечательным местам. Все, до свидания. До свидания. Андрей Юрьевич так хорошо все рассказывает. Очень нравится. Это слесарка. Это вот сами все сделали, да, из контейнера? Да, все это мы в том году сами все сделали. Здравствуйте. Все это делали внутри руками. Вот работниками караванного цеха, все это мы сами делали. Вот цепи он нам здесь точит напил и выморщиком. Это вот ремонтируют цепи.
Он механик с Курибина, вот единственный пассажирский пароход, который ходит на север. Вот он там всю жизнь механиком работает. На севера, да, постоянно? Да. Сейчас ходите? Ну, сейчас зимой. Ну сейчас зимой у меня, а летом вот Сейчас летом, да, имею в виду. А сколько, 9 дней, получается, путь туда занимает и обратно? Да. Ну, 3,5 туда где-то и остальное время. 3,5 дня, ну это я думал дольше. Как быстро получается. У них самый быстроходный пароход водоизмещающий на Лене. Это как вот автобус едет по городу. Этот автобус по речке, да. Вот он с севера людей водит. Это единственная связь севера с столицей, да. Дорог же нету, получается, Нет, да, единственное, что... нет. Да, вот они вот водят. Ну, с Тихи самолетом. Все необходимое, все товары, они вот ими туда вводят. Единственное, в ЗПР, получается, да? Курсирует туда. Еще два туристических. Сколько ему уже есть. лет? 65 будет нынче. Пароход. 65 лет. Да. Ничего себе. И вы, получается, там механиком так и работаете, да? Я уже 37 лет там, ну, 37 навигаций. А рыбачите вы по ходу? Вот мне вот это Мы интересно было. рыбачим, нам просто привозят рыбу там. Они Нам же по некогда. графику ходят, по расписанию, у Там них никак нету не- времени нету, такое, да? да. Да, вот Рыбачат, у нас транзитный флот, да, когда там бывает выгрузки, погрузки, у них есть промежуток времени какой-то на стоянке, они рыбачат. И вы же людей, продукты туда везете, да, Да, получается, снабжаете, да? Эти люди и потом продукты, оттуда. и да? коммерсанты везут, ну и... Одним словом, Курибины все не стали, север взвоет. Да. Я сам не понимал, когда приехал, я тут это осознал, что вот сейчас вот зимник, это единственная зимняя дорога, да? Да. А Сейчас зимой, А летом... Зимой, да, ездят, а летом Они- дорог у нас нет круглогодичных дорог. нынче вот провалились 2 машины с продуктами шли подлетов. Серьезно, вы Там шли же вообще? ниже Жиганска, ну. Такой лед толстый, как они могли? Ну, они еще до Нового года же провалились. Да. А, это я что-то слышал, это там было, да? Да, Да, да. да. Я думал, Вот где-то здесь. друзья Вот мои. знакомые его. Серьезно, да? Да. Ничего Муж с себе. женой первые шли, ехали на КамАЗе, булькнули. К Новому году уже спешили там довести продукты, все это. Там А, же это некому так. завести нечем же. И рано поехали, и все. Торопились людей, чтобы, Ну, да? чтобы праздник На хорошо Новый год встретили. людей обеспечить, Да. да, свежими фруктами, Честно. овощами. Блин, как вот бывает вообще несправедливо. Несправедливая жизнь. Вот так и живем. Трудимся. Всю Вот жизнь- начальник всю жизнь у нас в труде. хороший, Хороший, да? молодой, энергичный. Да. Это сразу видно. Да. С хорошим начальником и работа идет И очень работа хорошо. идет. Да-да-да. Хорошо и качественно. Да. Поэтому Ага. я не понимаю, зачем ставят плохих начальников туда, где нужно хорошо работать. Вообще не понимаю. Оставят. Это я же на нем и езжу. Сплошь и рядом. Вылазят там, пролазят это всякое. Да, да, я на нем ездил. Так вот А поставить сейчас они везде сами на хороших своей людей. машинке там тоже И поедут, нормально, мало все материала хорошо. сняли. Все На своей беленькой машинке поедут, вы их там не шугайте, не гоняйте, Сейчас у вас предупредите работы всех, пока ладно? нету, да? Или... Все уже, 12, мы Ага. в выходные дни до 12 часов. Люди утром приходят, цепи наточил им, Кайло тут заправили, вот кузница, уже ушел он это, уже первый час. И с утра у вас тоже сегодня было, да? Да, все, люди сейчас на вымор. Все выморочники через эти проходят у нас, два мини-цеха. Да, с утра Без они них пришли, никуда. Цепи наточили, заклепали, вот сегодня много тут это, и зубья новые. Их на вклад цепях. в выморозку тоже Да. Ну, огромный. это да, серьезный вклад. Без Да, этого тут без все. нас всё, Да, да, там да. без Кайла-то куда он пойдет? Вот клепки специальные. Так, она клепается же, да? Цепь расклепываешь, вот, ну, старая выклепываешь, а потом здесь ее вот новые клепки ставишь. Вот на этой штуке, да? Да. А это выклепать. А надо, это да? выклепать, ну, там порватые, где звенья есть Ага. эти, там же остаются кусочки. А там вы точите, да? Здесь А на этом. здесь заправляю, да. Еще, да, на этом. На круге. Надо же угол, все там. А как это? Что это прям вот вручную вы держите все, да, и смотрите, как. Наклон, все. Ну, это же с навыком все. Опыт, да? Опыт, да. Так вы сейчас домой уже, да, получается? Да, да. Всё, отработали, Да, да. мы вас успели застать так удачно, да? Удачно. Вы все время по субботам, получается, да? Ну да, круглые это. Пока выморозка идет. Все, а смены у вас нету, вы один? Ну, я здесь один, и вот, ну, кузнец вот ушел на вдвоем. Ну, то есть Нет. кузнец может эту работу выполнять или кроме вас Да, никто? сможет. Ну, когда мне что-нибудь я отлучаюсь, а он сможет. Я представил, что вообще, если ну, Ну да. один человек, это как вот... Ну, Вам, да. получается, а в воскресенье работают В тоже? воскресенье Вы и тоже. завтра выходите? Да, до 12 часов. Выходные дни мы с 8 до 12. А. А так с 8 до 5 каждый день. И вообще, получается, выходных вообще у вас нету никогда зимой? Да. Пока выморозка Да. идет? А отпуск там что-нибудь? Ну да, я вот навигацию заканчиваю, месяц отдыхаю.
Ну и сейчас вот до марта работаю, выморозка закончится, и сейчас я по турпутевке полечу на месяц. Отдохну и в Новый Новгород. Ну 2 месяца отпуск же, Да, да, да. северные. Да, да. Ну, за месяц можно отдохнуть, Отдохнуть, хорошо, да. в принципе, да. А куда полетите? О, Вьетнам хочу, Вьетнам, не да? знаю, как вот этот. Сейчас Не, уже ну, здорово, путевки чё. на 26 марта я взял. Надеюсь, что все у вас получится, да, отдохнуть это тоже надо. Пусть такого труда зимнего. Ну, Конечно, здорово. конечно, ты. Отогреться хорошенько, да. Ну, у нас тут вот сейчас мы в бассейн ходим здесь, хоть одну радость построили. Олимп, который, да? Да, да. Нет, просто почему бы нет? Вот эту штуку, это же вам облегчит работу, что вам, ну, как бы. Взял, да? Так, да, и вы не думаете, куда там. У него вот он набор под рукой. Да. Да. Тоже хочу такой для машины взять. Вот для пилы все здесь, все есть. Вот чтобы пилу штиль это вот ремонтировать, вот в этом наборе все есть. А вы полностью можете перебрать, да? Да, с нуля. Полностью из запчастей собрать пилу. Да. Штиль мой любимый инструмент, на самом деле. У меня там Он и наш любимый инструмент. Вообще, Мы да. всеми пилами пробовали работать. Остановились В на Ютубе стиле. говорят, неубиваемый кирпич называется. Да, вот туда заходи. Какой запах стоит вообще? Углем? Углем, да, вообще, мне очень нравится. Я был просто в кузне, вот в Якутске, я же нож якутский делал, и на видео все это снимал, сделал ролик об этом, как рождается якутский нож, вообще с нуля, как бы, заготовки. Но там они используют газ, они не уголь, то есть другой запах там стоит этот в кузне. А здесь прям именно на угле, да, вот Да, все? да. Вот у нас вентилятор включается. Все, Что там снизу, да? начинает. Вот он. Вот это вот он будет ремонтировать. Видишь, он корпус бьет, видишь, что стало с ней. Загнул, да, чуть. Да, все загнуло, она Это, тупая. ну, когда попадает в корпус, да, Да, случайно? да. Или специально же, да? Не, ну да, надо же отбивать. Бывает же Да. там отбивать приходится. Да, а вот она готова, посмотрите, как иголка он. Ну-ка. А, сюда он уже. Да, да. Ой, ничего себе. Вообще острая. Да. Вот это вот каждое утро его растапливаем, все, они это накаляют. И вот обычные методы наковальник, кувалдочка. Вот они, да, вот так вот получается. Да, и работает. Кузнец один тоже, да? Да. Насколько хватает такого заточенного в среднем? Пока по железу не ударит. А, то есть разок ударил, все, да? Да. Значит, по льду все хорошо. Да, по льду ничего не будет. А лед-то не точно, не точно. Завтра заберу ключ тогда. Сейчас забери, я закрою. Ага, ну Как еще раз фамилия, имя, отчество? Подшивалов Владимир Николаевич. Страна должна знать своих героев в лицо. Мы выдаем вот на каждую бригаду, они там берут себе по 8 штук, их там по 10. На данный момент их вообще нечем производить, у нас нету кузницы. А на рынке, Это все, что сейчас есть, да, на рынке не купишь. Ну, у нас их много, нам хватает пока. Еще хватит, наверное, года на 3-то А их. потом будет кузница? Ну, надеемся, будет. А в это, получается, не сделать, да? То есть Нет, немножко- конечно, так ее полностью не изготовишь без Там нужен кузницы. пневм, вот этот молот, Да, 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 да. нормальный. Потому что там пресс-формы нужны, чтобы выдавливать все это делать. Это не так все просто. Так ты смотришь, что тут сложного, да? А на самом деле не так все просто. Так-то они идут, как правило, они делали с двухсторонней, они у нас шли. Мы одну сторону обрезаем, потому что она не нужна. А, Можешь повредиться. Она же идет кайла двухсторонняя с этой стороны и с этой Серьезно? стороны. Да. Это мы уже сами их обрубаем. то есть это заготовка такая двухсторонняя, Да-да-да. получается, да? То есть приходится какая заготовка, так и делать, да, Да. потом уже обрубать. А для чего-то еще используют, кроме вот... Нет, только лед. Это чисто для выморозчиков, да, получается? да, только лед. Персональный инструмент, Да, нигде да, больше да. его не используешь. Печня же, да? Да, А вы тоже печь не используете? Приходится же, да, тоже что-то делать? Ну, вот купили, устанавливали, да, использовали. Купили печню, Да, столбы, когда вставим, тоже печь не используем. Я видел внедорожных работников, был в бане, у них какая-то контейнер сделали. Я так подумал, что это настолько как бы, хорошее решение для дорожных работ, что автономное. Она мобильная. Да, мобильная, и ну, не надо снабжать теплой водой людей, то есть там, вообще водопровод. Любая баня это автономная. А это еще и мобильная. Ее можно доставить куда угодно. А вы сначала рисуете, потом ставите, да, так же? Нет, сначала ставим, потом Сначала ставите, да? Конечно. А, Это я- мы схему уже под расстановку подгоняем, а не расстановку под схему. Вот это важный момент. Я-то подумал, что вы сначала планируете, как все поставить. Получается, вы просто нам, ну, как сказать, в процессе все сразу понимаете, как что делать, да? А потом уже просто это фиксируете документально. А потом грубо говоря, фиксируем это на бумагу, чтобы... чтобы знать, что где. Расстановка начинается вот самый первый счал от него. Мы сейчас где находимся? Вот в этом Примерно районе. посередине, да, получается? Да, вот здесь вот сейчас мы. Да, и вот начинаем сверху и идем так плавно вниз.
А вот это, получается, которые на Это на слипе. слипе стоят, да. И вот дальний караван у меня, это там, который в воде на речке. Там 2 ледокола стоит, Боровкин, Бабичев, 2 лота, 31, 45, и паромная баржа, то, что у нас во льдах таскаем, вот это вот они здесь и остались. А у нас вот так вот выход туда, 5 километров, чтобы выйти до речки. Вот это где-то 3 километра, да, получается, вот это Ну, где-то да. расстояние? Спасибо большое. До свидания. Очень приятно было, да. Надеюсь, Приезжай. Испытано на себе. Ну что, спасибо Андрею Юрьевичу за такую шикарную экскурсию, которую он провел. Реально даже не ожидал, что так, ну, вот, очень интересно пообщались, и он много всего такого рассказал. Прям вот я надеюсь, вам тоже это вот очень понравится, то, что мы видели сейчас. Ну, еще нам дали возможность просто самим прокатиться по Затону, кататься, поснимать, посмотреть. Так что сейчас еще завершающую экскурсию сделаем уже самостоятельно. И все. А еще поищем булочную. Мне в комментариях писали, что есть какая-то вкусная булочная здесь. Но я не понял, как ее найти, будем искать. Это вот вы охраняете, да, получается, территорию? Игорь? Леонид, да, очень приятно. А вы тут как сутками, да, получается, да, находитесь, да? Дрова у вас есть, да? Тепло, в принципе, не холодно. В морозы сильно не промерзает, тут ничего. Нормально. Здесь вот уже, получается, старые суда стоят. Вот. Не туда, вот оказывается кондитерская вот такая неприметная. Чисто для местных. Здравствуйте. Пахнет вкусно, да. Вот они. Вот эти Все вкусные. свежие, да? Нам о вас рассказывали. Тепленький, да, еще? О, да. В общем, набрал булочек на 466 рублей. Это вот у нас с сахаром булочки. Это с корицей. Вот эти мне вот очень интересно попробовать. Ну что, мне сегодня очень понравилось. Как всегда, я не ждал, что ждать от сегодняшнего дня. Даже немножко волновался, что, ну, что посмотрел. Просто куча роликов про это все есть. Ну, на ютубе я вчера посмотрел. И, в принципе, они так профессионально сделаны, там, прям по-киношному. Мне немножко было такое, как бы, ну, вот, не знаю, как это описать. Как бы хотелось прям все сделать так же. Ну, не так же, но... Ну, начал сравнивать. Вот почему мне нельзя сравнивать ни с чем, надо делать свое и все. Вот то плохо. Я потом не смотрю ничего, что другие блогеры делают, ничего не смотрю, потому что надо делать свое.
Хотя мне советуют часто, посмотри, как те делают, Не мое, похоже, ну, по крайней мере, на сегодняшнем этапе. Надо делать просто так, как я считаю, как мне кажется, так и буду делать. Пока попрощаемся. Приятного аппетита. Да. Перекусим и поедем. Надо было все со сгущенкой брать. Все? Я очень люблю сгущенку. С детства любите сгухи. Особенно вареный. Испытано на себе.